В регионе планируют открыть малый симфонический оркестр. Он будет состоять из 35 музыкантов. Все необходимые музыкальные инструменты – это смычковые, ударные, деревянные, медные, духовые – есть. Также Минкульт приобрел 10 произведений, сочиненные ведущими композиторами страны. Не хватает только музыкантов с высшим образованием. Хава Газикова продолжит. Музыка, затрагивающая струны души. Скоро она зазвучит вживую и для ингушских зрителей. Илья Петренко – главный дирижер оркестра народных инструментов. Именно он будет заниматься новым симфоническим оркестром. За его плечами большой опыт работы в сфере культуры. Важность его состоит в том, чтобы народ в Ингушетии имел доступ к мировой музыкальной культуре, к шедеврам мировой классики. Наличие и уровень симфонического оркестра – это показатель культурного уровня, культурного развития региона. Минкультом в рамках 250-летия вхождения Ингушетии в состав России закуплены музыкальные инструменты. Это смычковые, ударные, медные, духовые. Только профессиональных музыкантов не найти. В малый симфонический оркестр необходимо набрать 35 человек. Проект планируется реализовать на базе Госфилармонии имени Хамхоева. В Республике Ингушетия сказать, что есть консерватории, есть какие-то учреждения для выпуска, для обучения именно вот в оркестровом направлении у нас, к сожалению, нет. Есть начальные подготовительные школы, которые проходят некий свой этап и в дальнейшем уже переходят из вуза в вуз. То есть это такой десятилетний труд, скажем, чтобы артист пришел в Государственную филармонию неким таким подготовленным направлением, ему нужно пройти очень большой и долгий путь. Нужно создать комфортные условия и для педагогов в музыкальных школах региона, так и для самих музыкантов, отмечают в министерстве. В планах привлечь профессионалов вне Ингушетии. В частности, с Ростовской консерваторией проводились переговоры, с Северокавказским институтом искусств города Нальчика. Мы надеемся, что выпускники этих вузов смогут приехать и работать здесь у нас в республике. Но для этого тоже есть определенные трудности. Это вопросы заработной платы, это вопросы жилья, ну и сопутствующий тоже вопрос. Поэтому одно дело привлечь, другое дело еще и сделать так, чтобы они у нас обосновались. Минкульт приобрел 10 произведений, сочиненные ведущими композиторами страны, чтобы придать будущему симфоническому оркестру индивидуальность. Свою изюминку композиции написаны с уклоном на национальный мотив. Реализация проекта даст возможность для профессионального роста и создания новых рабочих мест. Хава Газикова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.